Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Итоги года подвели члены политической партии КПРФ Якутии. О наиболее ярких событиях в деятельности политической партии не только. Поговорим сегодня с гостем студии Иннокентием Романовым, секретарем Якутского рескома КПРФ по идеологии, народным депутатом Госсобрания Илтумен. Иннокентий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с итогов года. Какие главные вы бы подвели для партии КПРФ? Так, наша партия КПРФ, как известно, старейшая в нашей стране. В прошлом и в этом году прошла большая отчетно-выборная кампания. Значит, у нас отчитались первичные отделения, отчитались местные отделения, региональные. И в этом году прошел 19-й отчетно-выборный съезд партии, где отчасти обновилось руководство, как говорится, и произошли новые выборы. Сейчас у нас работает новый состав, в принципе, возглавляемый председателем партии Геннадием Андреевичем Зюгановым. В этом году, год Победы, поэтому, конечно, очень много мероприятий, в которых участвовали, которые организовывали, посвящены были этому году. В частности, у нас в партии состояли два фронтовика, из 9 в целом по республике. К сожалению, Яковлев Петр Константинович, мы ему отметили в этом году 100 лет, а не так давно его, как говорится, проводили в последний путь. Но у нас еще сейчас жив и на будущий год отметить столетие Кирилл Егорович Павлов. Это тоже очень уважаемый человек, ему 99 исполнилось в этом году, на будущий год 100 лет. Еще хочу сказать, что в этом году проводились муниципальные выборы, вы знаете, так? Мы принимали участие, партия у нас никогда не отказывается от участия в выборах. 20 человек у нас в основном были избраны депутатами, большей частью на поселенческом уровне. Но принимала участие молодежь, что отрадно. Значит, у нас обновление партии происходит, так? Появляются и новые люди, в том числе молодежь. Участие в выборах там в этом году достаточно большое было. Конечно, молодые не все успешно выступили, но ничего страшного, набирает опыт. Так, еще что можно сказать. У нас была кампания, мы, выступали в защиту площади Ленина, чтобы ее не делили на две части. Так, мы проводили народный референдум, кстати, в этом году. Это решение ЦК по всей стране. Народный референдум будет продолжаться до выборов будущего года в Государственную Думу. Наша партия, наше Якутское региональное республиканское отделение тоже принимало в этом участие. Такие основные выводы, итоги этого года. Если говорить о 26-м, сразу, то, конечно, мы год заканчиваем все-таки на оптимистической ноте, потому что на будущий год предстоят большие выборы в Государственную Думу. Прошлые выборы 2021 года, между прочим, наша партия выиграла. Да. Да. И мы надеемся повторить этот успех на будущий год. Так, у нас тогда прошло 2 депутата по одномандатному округу, Петр Амос прошел, и по партийным спискам Левченко Сергей Георгиевич. У нас объединенный был округ, Иркутская область, Якутия и Магадан. У нас он прошел. На будущий год надеемся тоже 2 депутатов получить, так, от нашего региона. И что хочу сказать. Конечно, основная задача будет связана с подготовкой к выборам в Государственную Думу. Но и не только. Конечно, будет продолжаться народный референдум, где там 5 вопросов, они отражают основные проблемы граждан, на которые мы обращаем внимание. Там и ЖКХ, там и, как говорится, проблемы с образованием, может быть, с здравоохранением. Такие основные задачи пока стоят у нас. Стараемся, конечно, увеличить свои ряды, обновить ряды молодыми кадрами, так, И, конечно, у нас предвыборная программа, которая на 19-м съезде будет принята, в основу ее будет положена программа Победы. Она очень обширная, очень, как говорится, содержательная. Там имеется отдельно еще 17 отраслевых программ, так.
В общем, эта программа опробирована, эта программа подготовлена разными экспертами. Вот. И, конечно, учитывает опыт советский, опыт Китая, Китайской Народной Республики, Вьетнама, социалистического Вьетнама, Белоруссии используем опыт. Иннокентий Иванович, вот вы просто сказали «победа». Я, пользуясь случаем, хочу вас спросить, как ваша партия относится к специальной военной операции и к предложениям о мире с Украиной? Ну вот видите, как говорится, специальная военная операция, конечно, это вынужденная мера. Ну, ЦК партии во главе с Зюгановым поддержали эту акцию, потому что в 2014 году, еще вы знаете, как начался Майдан, так называемый, на Украине, они начали притеснять все русскоязычное население и так далее. Вот была проблема Крыма, с Крымом решили в первую очередь. Так, ну, Крым действительно, он не совсем законно, в принципе, был передан Никитой Сергеевичем Хрущевым в 1954 году. Отчасти из-за этого, и потом там референдум, конечно. Ну, Крым, он раньше всегда был частью Российской Федерации, и вообще это исторически, конечно, российская территория. Еще Екатерина II когда-то Крым присоединила к России. А вот что касается Донбасса, тоже в 2014 году, вы знаете, вот эти вот реакционные бандеровские власти напали фактически на Донбасс и начали военные действия. Донбасс вынужден был принимать ответные меры. У них в основном военных-то особо нет же, поэтому ополченцы, ну, участвовали наши добровольцы, конечно, так. Вот. И партия с 2014 года оказывала помощь Донбассу в лице гуманитарных конвоев. Сейчас вот 143-й конвой уже был отправлен. Ну, партия отправляет и продукты, и, как говорится, медикаменты, отправляет всякое снаряжение, одежду, ну и технику в том числе. И надо отметить, что в этой вот помощи Донбассу, ну, в 2022 году только началась специальная военная операция. Ну, президент Путин, он объясняет это тем, что 8 лет пытались договориться с Украиной, чтобы они как-то этот вопрос решили мирно. Ну вот 8 лет. Ну, в конце концов, началась эта операция. Конечно, любой худой мир лучше хорошей войны. Так, вот сейчас президент Трамп, американский президент, предлагает, ну, не разные, он предлагает варианты действительно там мира. Мы стоим за это, конечно, да, и президент Путин стоит за то, чтобы заключить мир, но мы стоим за прочный мир, долговременный мир, а не за перемирие. А вот Зеленский и его западные покровители, они или не хотят мира вообще, или хотят какое-то перемирие, чтобы перегруппировать силы свои и начать вновь военные действия. Ну, наша республика и вот наша партия, наше Якутское региональное республиканское отделение в лице Губарева Виктора Николаевича, первого секретаря нашей республиканской организации, она с 2014 года оказывает помощь. В первые годы помощи Донбассу, когда пригласили артистов Донбасса, они у нас тут выступали, вот, в Якутске, в Алдании и так далее, и вот эти заработанные деньги передали там, в фонд защиты Донбасса или детям Донбасса. Но сейчас, вы знаете, Якутия широко помогает, вот, там есть города, которые мы отстраиваем, наши медики ездят. Вот сейчас 13 коммунистов воюют на фронтах специальной военной операции. Это, конечно, тяжелое испытание для всех. Ну вот будем надеяться, что в будущем году, наконец, будет заключен мир на наших условиях, с учетом наших условий, с тем, чтобы мир был прочный, долговременный и так далее. А Украина превратилась в нейтральное, демилитаризованное, денацистское государство, республику, так, с которой бы мы добрососедски жили, как это было всегда. Одна из главных задач вашей партии на будущий год – это участие в выборах в Госдуму. Да. Хочу спросить вас о том, кто станет союзниками вашей партии в таком непростом деле. Ну, у нас достаточно своих союзников, да. Вот. Это и российские ученые социалистической ориентации, есть такая организация, да. Это Всероссийский женский союз «Надежда России», тут это все региональное отделение, у нас все это есть, так. Это, скажем, «Дети войны», такая очень мощная организация, ну, достаточно много людей у нас еще этого возраста, я сам вхожу в этот состав, это 28-45 год, так, и комсомол наш, вот, и, значит, мы надеемся на ветеранские организации, надеемся на молодежь, которая сейчас вот прозревает,
И надеемся, конечно, на ветеранские различные организации, которые хорошо помнят Советский Союз, хорошо знают, как работала Коммунистическая партия Советского Союза, и они, надеюсь, нас поддержат. Близятся еще и новогодние праздники. Так. В связи с этим жду от вас небольших поздравлений, пожеланий для наших Да. зрителей. Ну вот я хочу всех граждан нашей огромной, ну, как говорят наши дикторы, самой большой территории нашей России, поздравить с наступающим новым 2026 годом, годом больших выборов, годом больших надежд. И я хочу, чтобы, значит, на будущий год действительно были какие-то... В целом ЦК говорит так, о том, что будущий год – это год очень важный для возможного поворота и нашей страны, и нашей республики, да, и мира в целом, я думаю, вот в сторону как раз социализма, а не фашизма. Потому что Запад фактически идет вот к фашизму. Запад настраивается на войну, а мы всегда были люди мира, люди справедливости. И хочу пожелать, значит, мира, добра, счастья всем нашим гражданам. Спасибо. Большое спасибо. Иннокентий Иванович, спасибо вам за экскурс, за то, что подвели итоги и поделились планами на год грядущий. По возможности приходите к нам еще. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.